Добрый день, уважаемые зрители. В студии у нас сегодня Саян Андреевич Барабанский. Он получил степень магистра истории в ДВФУ. Добрый день. Добрый день. Меня зовут Андрей Данилов. Ну, вы, наверное, и так помните, я политолог. Сегодня мы решили начать цикл бесед, таких небольших, скажем, лекций в развлекательно-познавательном таком легком формате о гражданской войне в Якутии. На сегодняшний день об этой войне незаслуженно забыли, но так как скоро будет столетие Якутской СССР, столетие, вот, юбилейные даты всех этих событий, Октябрьской революции, Февральской, вот, окончилась Первая мировая война, все те события, которые сопровождали нашу страну и мир, начиная где-то годов 17-х до 20-х, сейчас все это тесно сплетено с нашей республикой. Мы хотели бы вот начать такую тематику. Сегодня у нас введение в наш курс «Гражданская война в Якутии». Расскажите, пожалуйста, Саян Андреевич, как вообще проходило, какие предпосылки, допустим, были к гражданской войне в Якутии вот, в призме всего того, что было ранее? Ну, в целом, если говорить про предпосылки, то следует упомянуть, что в феврале месяце обостряется острый политический кризис в стране в общем. То есть Николай II у нас отрекается от престола, власть переходит к временному правительству, и начинается первый этап Великой Российской революции по современным положениям исторической науки. Все-таки принято не разграничивать февральскую и октябрьскую революцию. Это считается как единый процесс, который протекал с февраля по октябрь и закончился свержением власти временного правительства и переход всей полноты власти уже к большевикам. То есть у нас основная предпосылка к началу гражданской войны, весь этот очень длительный период с февраля по октябрь. Что же касается начала самой гражданской войны, то ясное дело, что коренной переход от одной политики к другой, которую уже наметили большевики, он понравится не всем. Что отказ от военных действий, от ведения войны... До победного конца имеется. Да. Что, все-таки у нас еще и власть Советов решила коренным образом пересмотреть всю государственную политику. Это лозунги знаменитые: земли крестьянам, фабрики рабочим. И вот некоторая радикально настроенная офицерская группировка, она уже после октябрьских событий решила объединиться в общую такую и агрессивно настроенную группировку. То есть это было, скажем, не движение масс, а именно движение части, Да. Офицерство именно. На первоначальных этапах мы именно про офицерство говорим, про офицерский корпус, про юнкеров, а про всякого рода студентов и тех, кто объединялся в добровольческие армии. И активная фаза боевых действий у нас таким образом, она начинается в преддверии на 23 февраля 1918 года. У нас выступают с нескольких направлений практически одновременно. На Петроград. Нет. У нас. Основные, нет, это про юг вообще, на Дону. И успешные выступления как генерала Корнилова, так и он впоследствии этих штурмов умер. Не умер, а погиб от ядра
Мгм. Там и ряда других белых офицеров на юге России, но все-таки рождается определенного рода прецедент, что, оказывается, можно активно и успешно воевать против власти большевиков. Это все дело подхватывают на территории Сибири, в том числе в Новониколаевске рождается подполье офицерское, опять-таки, тоже. В Якутии, что же касается нашей области, Якутской, здесь объявляется независимость в целом вообще, и подобные моменты, когда огромный кусок территории, соединяющий Восточную Сибирь и Дальний Восток, да, необходимо было все-таки Вот, извини, это перебью. дело Вот ты затронул устранять. Да. как раз вот географическую сторону. То есть мы тогда были все-таки частью Иркутской области, как это называлось. Иркутской губернии. Да. Иркутской Да. губернии, вот. И Магадан тоже входил к нам. Да. А Чукотка была отдельной. А Чукотка, да. И Красноярска тоже не было. Тогда это все было. Или как? Географически. Ну, более получается, если затрагивать все-таки географию, то у нас Восточная Сибирь – это все, что начинается от ныне Иркутской области и заканчивается в верхних, получается, границах Якутии. Все, что идет выше, там Чукотка, Камчатка и так далее, это уже Дальний Восток считается. На тот момент времени было так. Мгм. Понял. То есть отсюда здесь и рождаются некие такие путаницы, что Якутию некоторые люди считают, что связывая с современными условиями, реалиями, То есть- частью Дальнего Востока. Мгм. Исторически это не так. Исторически это часть Сибири, значит, была. Да. На тот период. Да. Хорошо, понятно. Далее. Ну вот, и далее, что у нас выходит. К маю месяцу эта ситуация никак не меняется. У нас зреет восстание чехословацких легионеров по всему пути их движения. И выходит так, что в Иркутской области устанавливается большевистское управление, так называемый Центр Сибирь. И вот они уже решают отправить экспедиционный корпус в Якутию, в Якутскую область, в целях устранения этой ситуации с независимостью. А кто был лидерами У кого? независимости вот этой вот? Объединение, там получается, было целое объединение национально-буржуазного толка такого. И председателем обороны Якутии на тот момент времени, с февраля по июнь, был назначен ветеран русско-японской войны, участник обороны Порт-Артура. И в последующем ветеран Первой мировой войны Павел Бандалетов. Как интересно. То есть они не поддержали ни советскую власть, ни колчаковцев, они именно курс вот на такой вот. Надо определенную правку внести, что на тот момент об Александре Васильевиче еще не было известно. Не было. Да, то есть май-июнь месяц это у нас активная фаза становления автономной Сибири, так называемой. Ага. То есть это все только начиналось. Да. Начиная от Новониколаевска и заканчивая Читой, там, и Владивостоком и так далее. Но это все в августе будет. И изначально центр сопротивления большевикам, он был в Новониколаевске.
То есть это нынешний город Новосибирск. Мгм. Не так уж далеко на самом деле. Ныне он называется Новосибирск. Это, кстати, очень любопытный факт. Многие об этом не знают. Иногда спрашивают, железная дорога, как называла Новониколаевская, где это? Вот, это на самом деле так. И вот в мае месяце, в конце мая, отряд Аполлинария Рдзинского, в основном из числа польских добровольцев, состоящий из Иркутска, снаряжается по пешему пути изначально. Они ехали на машинах, пока это было возможно, а потом уже на лодке пересели. И по пути они, такой очень приличный отряд в 300 штыков формируют. Отряд был интернациональный, совершенно разные национальности были в их число записано. И по его воспоминаниям, опять-таки, очень железная дисциплина была. То есть, вот, чуть что, расстрел сразу на месте, без суда и следствия. То есть это, но опять же, если мы к расстрелу, прости, перебиваю, это ведь не чисто большевистская мера, это же мера военного времени. Ну, это реалии того времени, да. То есть с этим, условно скажем, баловались и с той стороны лагеря, и с другой. Поэтому здесь не стоит акцентировать внимание на том, что именно одна сторона этим занималась, или именно другая. Ну, это специально для наших зрителей, потому что Это мало ли что. сейчас все время думают, что расстрел ассоциируется у них только с кровавыми, мол, большевиками. Вот такие мифы есть. Ну, для этого мы здесь и сидим, наверное, чтобы все это развенчивать. Так, вот они идут сюда, 300 человек. А вообще население республики на тот момент? Оно было весьма аморфно. То есть, если мы говорим про чисто сельское население или там обычных рядовых жителей, им было все равно. То есть, по воспоминаниям, если опять-таки отслеживать или по вырезкам тем же самым газетам, то в подавляющем большинстве случаев людям абсолютно было все равно, эта власть придет или другая. Вот им самое главное было, чтобы в их личную жизнь, там, в то же самое ведение хозяйства абсолютно не вмешивались, а все остальное как бы перетерпится. Если же говорить про население образованное, то есть это мы преимущественно берем города, то они уже были заинтересованы в том, чтобы власти, часть из них была заинтересованы. Не забываем про национал-патриотов. Были очень большие споры, полемики, и вот опять-таки яркий пример, здесь он изображен. Степан Васильевич Васильев, он был ярым большевиком-подпольщиком. И идейным был по большому счету человеком. Он-то, собственно говоря, на высадке в Табаге и встречал наших польских гостей. Скажи, а вот население, мы сказали, в каком оно состоянии было, вот в аморфном, скажем, таком, аполитичном, если. А количество какое было население по возрастном, национальном там составе? Примерно. Ну, насчет количества точно я вам не скажу по этому вопросу, но в подавляющем большинстве это были якуты. А потом уже, как бы мы сейчас выразились, представители государствообразующей нации, русские, и дальше по накатанной. То есть из местных малых народностей северных, из остальных, скажем так, ну, это уже не столь важно, но факт в том, что подавляющее Якутск, он был, да,
все-таки преимущественно якутским. И интернациональной составляющей все же не стоит упускать, здесь очень много людей было. Вот что же касается разделения классового, то ну, как таковых рабочих здесь-то и не было, по большому счету. Это или обычные жители городские, или сельские крестьяне. Да, в общем-то. Люди, занимающиеся скотоводчеством преимущественно и земледелием в тех реалиях, которые наша земля это допускает. Ну, раз у нас вот такой курс, скажем, введения именно в гражданскую войну, у нас первая такая беседа, лекция в легкой форме. Скажи, пожалуйста, вот датировки у нас общие гражданской войны и что вообще такое гражданская война с точки зрения исторической вот науки выходит? Ну, по поводу... Я знаю, что с политологией, как это все выглядит. И как это пытаются представить нынешние СМИ и СМИ периода 90-х годов. Вот с точки зрения науки, что такое? По поводу датировок, в 2018 году в Москве очень большая конференция проводилась как раз таки по истории гражданской войны. В том числе и разбирали этот момент как хронология событий. И к единому решению все-таки не смогли прийти из-за того, что там столько всего понамешано и различные мнения высказывались, что вот самые экзотические варианты, предположим, они были, что даже гражданская война, она вплоть до 30-х годов длилась. Это примерно какой год? Очень интересно узнать. До полной ликвидации белого движения как такового. То есть, если мы берем основную точку старта всех этих событий за формирование военизированных объединений, то есть это армии добровольческие и недобровольческие в том числе, то надо, дескать, останавливаться на точке, где эти подразделения разбитые, побеждены, существовать в принципе перестают. Но если же исходить из моей логики, чисто моей субъективной, то начинается гражданская война после октябрьских событий в Петрограде и в Москве с формирования первых действительно и серьезных таких армейских подразделений. Это Алексеевский кружок, опять же, те же самые корниловцы, марковцы и тому подобные личности. И заканчивается в мае 1923 года. Почему я беру именно этот месяц и год? Это месяц, когда полностью был разбит последний такой и серьезный противник, это Анатолий Николаевич Пепеляев в Якутии. И он был разбит именно у нас? В Якутии, да. После того, как из центра был корпус регулярных войск РКК прислан. Это 228-й Петроградский полк. Он здесь в боевых действиях принимал участие преимущественно в 1923 году с января по май. То есть мы можем сказать, что, с одной точки зрения, что гражданская война закончилась именно у нас. Да. То есть образуется в 22 году Якутская ССР, СССР, и в 23 году уже окончательно добивают белогвардейцев у нас. Да. Такое крупное соединение, скажем. Можно вот так вот ограничиться, да, но опять-таки
Опять же повторюсь, что пока в историческом сообществе единого мнения по этому вопросу не существует. То есть можно смело высказываться и по ленинской концепции там, с марта 1918 года до 22 или до 20 года там, вплоть или до разбития во Владивостоке или в интервентов. Да, Крыму. И до, ну вот, что касается там все, что дальше 23-го года происходило, это я, пожалуй, оставлю в сторонке. Хорошо, вот мы определили, значит, у нас такие некие рамки. Да. Для себя, по крайней мере, и для наших зрителей. Если будут вопросы, мы, конечно, будем на них отвечать. А вот методология изучения тех самых событий гражданской войны, какая у нас на сегодняшний день? И где и кто этим занимается в том числе? По поводу методологии, что имеется в виду? Ну, как мы можем изучать те события, кроме вот источников? Вот какие источники у нас есть, кроме литературы советского периода, кроме литературы нынешней, может быть, какие-то новые открытия, прорывы там? Ну, что касается методов изучения, то... Раскопки те же, может быть, да? Ну да, что касается раскопок, я с этого вопроса начну. Из-за того, что у нас весьма так аккуратно относится к захоронениям, национальным, да, и верованию, и всяким традициям, в том числе к захоронениям, то с этим будут большие проблемы. Из-за того, что, в принципе, все археологические раскопки, они с этим сталкиваются. Что местное население, где, ну, вот, предположим, бой происходил, там, возьмем условный Никольский бой в июне 1922 или 3 года. Это вот возле Намцев. Да. И если вот посмотреть на это исключительно с научной точки зрения, что необходимо выкопать останки, осмотреть их там и так далее, то ну, от местного населения мы 100% отпор встретим. Из-за того, что захоронение раскапывать это они. И вот здесь нужно быть по этому поводу очень аккуратным. Или уметь как-то договариваться, или иные источники находить. Что же касается методов исследования, то на современный момент очень популярна история повседневности. Во Владивостоке в 2019 году вышла целая монография «Владивосток в годы великих потрясений», по-моему, так она называлась, и берется от 14 до 22 года, именно что касается хронологии событий. И описывается все абсолютно. То, чем люди занимались, чем жили, что ели и как жили при японцах. И вот эти все моменты очень подробно описываются, ну, смакуются прямо так, цифры приводятся. Это все очень весело и наглядно смотрится, что история, она раскрывается здесь уже не в битвах, и не в больших там персоналях, как Ленин или Колчак тот же самый, а в жизни обычных людей. Это очень современный такой подход, да? Да, вот это один корпус исследований. Что же касается там остальных и популярных вещей, то надо отталкиваться от того, что раскрывала советская историография. Раскрывали в основном боевой путь РКК, рабочая крестьянская Красной Армии, с 1918 года
и до 22 года. Там есть и целый корпус источников опубликованных, и фотоматериалы, видеоматериалы там, и так далее. И в такой связи белое движение здесь идет как бы на втором плане. Из 90-х годов оно как раз-таки и до сих пор очень сильно разворачивается. Вот это что касается именно белого движения. То есть нынче люди стараются раскрывать или какие-то компаративные моменты, то есть историка сравнительно обеих армий, или исключительно и четко по истории белого движения. Есть целый ряд людей, которые именно белым движением на определенных региональных там точках базирующихся занимаются. Это и целые диссертации причем защищают на эти темы. Так, а вот если возвращаясь к тем же раскопкам, в советское время такое же противление было со стороны местных жителей, там, верований, или это вот сейчас новомодные какие-то тенденции, типа мы вспомнили те самые старые времена? Да нет, вот я бы сказал, что... То есть это было всегда? Да, если посмотреть на те же самые археологические раскопки в призме времени, то да, они... Всегда сложно было. Они боялись, да, вот, ну, всегда практически отношение очень трепетное такое было именно к умершим и к их памяти. И еще вот такой вопрос. Вот быт периода гражданской войны. Как жили мы, народ Саха, якуты, на тот период? Время было сложное, опять-таки, оно затягивалось с 1914 года. Надо вспомнить то, что от тех же самых, от того же самого Хангаласского улуса очень много добровольцев уехало, порядка 200 на поля Первой мировой войны. И вот с этого времени, с 1914 года, ну, нерегулярно, но с периодичностью раз в несколько месяцев отправляли определенные пожертвования, там, шкуры на теплую одежду, и отправляли материалы, опять-таки деньги собирали и тому подобное. Вот с приходом все-таки в российскую историю гражданской войны у местного мирного населения ничего практически не поменялось. И положение было, ну, не бедственное, но оно было чуть ли не нищее, можно сказать. И выживали, ну, как могли. Очень большим трудом, да, и как могли, по большому-то счету. Вот, а это вот наше население, оно хоть грамотное было? Насколько оно было грамотное? Вот нам говорят, вот если бы царь остался, у нас бы там к какому-то году тоже была бы повальная грамотность, там вот эти вот, о том, что был принят закон о всеобщем начальном образовании, ну или постановление царя, там как называется правильно. Ну, вот касаясь этой темы, нужно сказать, что по поводу грамотности, ну, можно спорить очень долго. Что было бы, если бы там, ну, и Конституция была принята, и тому подобное. Но население в подавляющем большинстве случаев оно было безграмотно. Это все еще оставалось очень большой редкостью. И если вспомнить, ну, я сам родом из Павловска, но мои родственники из Амги, из Амгинского улуса, в маленьком наследии Сулгачи.
И там был местный учитель, которого очень сильно оберегали из-за того, что он людей учил, получается, грамотности. Но моего прадедушку это не коснулось. Ну, так что, в принципе, если вот на живых таких примерах попробовать историю вспомнить, то мы поймем, что, ну, как о таковой, получается, грамотности речи и не шло. Население не умело ни читать, ни писать, собственно говоря, и это уже чуть попозже пришло. А по медицинской вот сфере, опять же, Ну, если так охраняли, так охраняли одного грамотного человека, то как обстояли дела с тем же земским доктором, вот как это ныне популярно называть, есть у нас программа «Земский доктор», и говорят, это тоже все было прям при царе. Ну, все было плачевно. Вот, если брать в пример эти же самые лепрозории, то они у нас в Якутской области, ну, позже гораздо появились. И как могли обстоять, ну, все-таки дела с больницами, ну, все было очень, очень плохо. В том отношении, что если даже русский доктор приезжал, то он попросту не мог понять, что ему там рассказывают. А если даже и понимал, он уже в свою очередь объяснить популярным языком не мог больному. Вот, что ему нужно сделать, ну, для того, чтобы перестало болеть. Да. Слушайте, а ситуация-то вот в плане быта, что было в обычной крестьянской семье того периода? Вот, обычная крестьянская якутская семья, они живут в балагане. Ну, допустим, Аласа, что у них да, балаган, и да. Есть одна скотинка, одна-две скотинки, поле, и обрабатывают все сенокос, как хочешь, собственно говоря, все. И сенокос обязательно, да. Ну вот. Ну, рядовые жители вот так вот и жили, собственно говоря, без электричества. Ну вот, а что было в собственности, скажем так? Какие предметы быта? Вот. Нам, современным людям, у которых есть, ну, такие гаджеты, которые не снились, скажем, тем людям прошлого. Неужели вот некоторые выражают ведь позицию, что все было, просто человек был ленив, пил и не мог купить себе что-либо, просто поэтому плохо и жили. Есть ведь такая точка зрения альтернативная. Возможности заработать просто не было, да. Вот и отсюда и надо все-таки отталкиваться. Вот что же касается вопроса, что было у обычного человека, скажем так, ну, в собственности у него обязательно скот домашний был, несколько инструментов для того, чтобы обрабатывать это огромное поле, там саха, плуг, коса. И опять-таки снаряжаешь скотинку сахой, обрабатываешь поле, засаживаешь ее картофелем и все. А сильно и живешь. Вот быт крестьянина у нас отличался от быта крестьянина в том же самом, скажем так, там, ростовском каком-то, рязанском уезде. Насколько это сильно отличалось? Ну, отличалось в том отношении, что Якутская область с 19 века это все-таки вотчина царя. Здесь не было как таковых крепостных крестьян изначально. И вот этим и отличалось, собственно. А что же касается условий бытовых, то здесь банально посуровее. А та же возможность заработать, раз мы же говорили об этом.
возможность заработать была? Вот как-то в быту, может, им полегче было? Может, керосинка лишняя была в Ростове, в том же, Ну, в Рязани, опять там, же. да, там и ввиду того, что Рязань и Ростов, они от центра все-таки значительно ближе находятся, ну, там и производство есть, собственно говоря, фабрики, заводы и тому подобное. Можно в свободное от сельскохозяйственных вещей и прибуд времени пойти поработать на заводе. Условия были адские, опять-таки, вот так вот, между строк, скажем. Если же как-то вот эту ситуацию разворачивать, то, ну да, там было Полегче. значительно легче с заработком, да. Здесь же местный житель, он вынужден был зарабатывать охотой и, и продажей шкуры добытой Пушнины в целом, да? на рынках, да, или государству напрямую. Ну вот поэтому у нас сейчас такой символ вернулся старых времен, что орел у нас держит соболя. Соболя, И да. везет в каком-то направлении пушнину. Да. То есть мы в какой-то мере обрели Россию, которую потеряли. Можно же сказать, да? Ну да, но с той лишь разницей, что сейчас больше грамотно. Понятно. Вот. Возвращаясь к нашим изначально декларированным позициям, что такое гражданская война выходит с точки зрения науки вообще? Это наиболее острая форма социальных столкновений и попытка агрессивно решить проблемы, вот, накапливающиеся в государстве. Ну и в нашем случае это не уникальное событие. Вспомним истории всех государств Америки, Испании и поймем, что такое историческое событие, оно было лишь вопросом времени. Так. И мы можем ведь назвать все, что ты обозначил, все эти события, все вот введения, ну, ты рассказал события, как люди жили, что это все явилось предпосылками этого самого противостояния. Да, по большому счету, да. А мы можем назвать эти же причинами победы одного крыла, опять же. Ну, нет, я бы здесь так или, по не крайней обозначал мере, четко. Из-за того, что, ну, я все же считаю, что белое движение проиграло в основном из-за того, что у них не было четкой и единой политической программы. Здесь все выступали, ну вот, каждый за свое. Марков был, это генерал от инфантерии, ярым монархистом. А Деникин, например, был чистой воды демократом и не хотел никаким образом связываться с Романовыми, вот, предположим, вот так вот. И вот и так далее, и так далее. Все-таки это движение было очень пестрым. Их объединяла исключительная ненависть или собственно, противопоставление к большевикам. И все. По большому счету. Если же говорить про их политическую пропаганду, агитки, они были очень размазанными, мутными такими. Вот, если обозначать вот так вот очень просто. И, ну, как обычный рядовой крестьянин поймет лозунг «За единую и неделимую Россию». За что ему воевать? Опять-таки, это все очень много вопросов создавало, это первый фактор. Что же касается лагеря противоположного, там наоборот. Вот,
инструменты политические, они были очень хорошо отточены. Лозунги были весьма простыми, понятными и в легкодоступной форме до всех слоев населения и доносились. А второй же фактор, который отложился на окончательной победе большевиков, это все-таки фактор неумело выстроенной логистики. Вот если посмотреть на, предположим, те же самые подразделения русской армии Александра Колчака, выстраивающиеся на базе армии сибирской, она уже к моменту ноября месяца 18 года сгинула, там настолько непонятно было логистика выстроена, что и не разберешься с первого раза. Одни подразделения, они получали норму выдачи вещевого имущества в 5 раз эти показатели и превышающие. В то время как совершенно другие вынуждены были в обмотках воевать. Вместо или ботинок, или сапог им выдавали ткань, обматываясь и иди воюй. Кошмар. Вот, собственно говоря, вот эти два фактора, неумелая политическая пропаганда и очень плохо выстроенная логистика, в 2019 году к маю месяцу, к июню месяцу, к этому еще и в значительной форме разложения армии, если добавить, и получим очень скорый распад белого движения до Читы. Понятно. И побег. Рыбзинский у нас приходит куда тогда? В Якутск, да. Якутск, да. По старому стилю он приходит, высаживается у Табаги после обеда 30 июня. Большевистский товарищ Степан Васильев передает ему карту города с обозначением всех важных пунктов стратегических, что и позволило ему выстроить план по захвату города без, относительно без потерь, вот так вот скажем. По этому плану в Якутск должны были войти 5 ударных группировок. Основные направления движения – это Никольское кладбище, ныне историческое здание Никольской церкви до сих пор стоит около автовокзала. Отряд еще должен был высадиться у Преображенской церкви. Здание тюрьмы должно быть захвачено. А где оно находилось тогда уже? Вот если идти по Мархинской дороге, в этом где-то участке находился оно находилось территориально. Здание реального училища и казначейства. Вот здесь по этому плану они и высадились, собственно говоря, и все участки фронтов, практически все, они были освобождены из-за того, что ранее обозначаемый нами Павел Бандалетов, он все-таки принял решение отступать и соединиться с войсками собственного заместителя прапорщика Панкратьева у здания Никольского кладбища, у Никольской церкви. И прапорщик Панкратьев, оставив нескольких людей на прикрытие отхода его, он их не предупредил,
что они убегать собираются, да, вот оставил в общей сложности 12 человек у здания женской гимназии и Преображенской церкви. Там выставили два пулеметных гнезда. И именно на этом участке фронта и было самое жесткое и яростное сопротивление со стороны якутской местной милиции. Вот, каковы силы сторон в этом так сказать, в этом бою? Если так примерно прикинуть, то там высадился Янковский, один из полевых командиров Рыдзинского, один бомбомет, один Максим, естественно, это пулемет, а не имя, и порядка 30-40 штуков. Против удачно выстроенной обороны на втором этаже женской гимназии и на одной из башен на колокольне, если быть точным, ребят якутской местной милиции с пулеметами. Бой там в общей сложности длился 4 часа с 10 вечера до 2 ночи. И после смерти, во-первых, полевого командира Янковского, и, во-вторых, его пулеметчика, было принято решение, что их необходимо выкуривать с помощью пулеметов. Не пулеметов, бомбометов. И быстро было это сопротивление подавлено, а пулеметчики одного из колокольни скинули вниз головой. Это отмечается в воспоминаниях Рыдзинского и Исидора Барахова. А вторую точку, находившуюся в здании женской гимназии, опять-таки ее разворошили, а стрелков насадили на штыки. Сразу хочу перебить и сказать, вот с пулеметчиками обращались плохо, скажем, только красные или вот все? Попробуйте убить вашего условного друга, скажем так, вот вы с ним бок о бок. Попробуют, если... Очень долго, да. Я у друга-то убивать незачем. Поговорочка, да. Вот, и какой спектр эмоций вас будет окружать? То есть это делалось больше на эмоциях, чем это не жестокость ни в коем случае, просто, скажем, целенаправленно, это чисто эмоции. Так же, как со снайперами, огнеметчиками. Да, абсолютно верно. Опять-таки, это я просто предваряю те комментарии и вопросы о том, что вот звери могли бы поймать, судить, держать его там до 23-го года. Вот историк говорит. Вот и второй участок активной пальбы, иначе это никак невозможно называть, образовался у Никольской церкви. В чем там был основной вопрос и проблема в чем была? Обозначилась она весьма интересным образом, что вот Бандалетов приказал Панкратьеву занять здание Никольской церкви и ожидать его прихода, чтобы с ним соединиться. И на тот момент времени Никольская церковь это была черта города. То есть за ним чистое поле и выход на
сопку любви. Ну вот ныне стоящая там и Чочур-Мурана еще рядышком стоит. То есть и географически, и можно сказать, что это было чистой воды пустырь. С этого пустыря начал движение уже за Панкратиевым Бандалетов. Напоминаю вам, что это июль, белые ночи. Но все еще сумерки и никого не видно. И Панкратиев, подумав, что на него надвигается Рыдзинский, или один из его отрядов, начал стрелять в союзника. Friendly fire, как говорят. Да. Это пальба. Counter-Strike в свое время. Эта пальба, она весьма так недолго протянулась, и есть предположение, что она прекратилась после того, как Панкратиев понял, что открыл огонь по своим. А потери какие-нибудь, информации есть? Информации по этому поводу нет, она разнится от источника к источнику. В общей сложности вообще предполагается, что в обороне города Якутска со стороны местной милиции и дружины, сформировавшейся, было в общей сложности убито до 90 человек. До 90 человек. Да. Это с их стороны. Да. Силы Рыдзинского сколько потеряли? 7 человек. 7 человек. В общей сложности погибло, да. И вот в этом эпизоде возле Никольской церкви там много людей полегло. Ну да, вот. И плюс еще не забываем, что прапорщик Панкратиев, он не предупреждает якутскую местную милицию и вообще тех, кто остался там на городовом патруле и так далее. И вот они как раз таки оборонялись очень долго, до 2 часов ночи. И вот, возвращаясь к теме Никольской пальбы, после этой перестрелки Бандалетов все-таки предпринимает попытку уйти по обозначенному пути. Они там должны были встретиться у речки, ныне до сих пор стоящая, Кенкеме. Да. Они там в обусловленном месте встречаются, и Панкратиев первым приходит на это самое место из-за того, что Бандалетов вынужден был очень большой рюк сделать. И докладывает уже непосредственному начальнику своему, что вот мы отразили атаку противника у Никольской церкви. На что? И Бандалетов, он не описывает эмоции собственные в этот момент. Есть огромное и замечательное объяснение от него Иркутскому суду. Он в этот момент, он собственно и пишет, что вот здесь-то я и понял, что я затеял перестрелку с собственным подчиненным. Очень так неприятно вышло и получилось, что из-за очень плохо организованного отступления люди были вынуждены умирать непонятно от кого. А потом оказалось, что это и союзники их убили. От своих товарищей, да. скажем так. Да. И вот утром, к утру следующего дня, к 1 июля по старому стилю, их последний очаг сопротивления у этой речки, он был подавлен без единого выстрела. К ним просто со спины зашли и винтовку
наставили, Окружили. да, выбора-то, собственно говоря, и не оставалось к тому моменту. Самый такой интересный эпизод из этого события не в том даже, что они сдались без боя, там 150 или сколько-то человек в общей сложности, а в том, что красногвардейцы умудрились утопить в этой речке пушку свою, бомбомет. И ходит легенда, что он там и лежит до сих пор где-то на этой речке, да. Слушайте, а вот в музее Ярославского стоит бомбомет, там написано «сделан такого-то числа таким-то мастером». Это один из этих бомбометов выходит? Ну, скорее всего, да. Ну, мы это не можем точно утверждать из-за того, что в музее Ярославского там он может быть атрибутирован иначе совсем. Ну там вроде красные оборонялись уже. И для этого сделали бомбомет. Ну надо уточнить. Надо уточнить, да. Очень интересная легенда. Сколько вот езжу туда и отдыхать, и мимо проезжать, а там такие интересные события. А наши-то люди, не молодежь, не старшее поколение-то таких моментов не помнит. Вот мы для истории такие вещи и делаем. Ну, может быть, кто-нибудь пойдет его туда поищет на самом деле. Но это бомбомет в смысле такой простой бомбомет, да, сделанный. Он очень простой, да. Это не настоящая вот огромная пушка, правильно? Да. Ага. Понятно, очень интересно. Далее как события развивались, или мы это уже оставим на следующее? В принципе, здесь можно обозначить только к моменту прихода уже, честно, я не помню звания уже, но уже конкретно белого офицера Гордеева в августе месяце. Ну, то есть вот 1 июля по старому стилю, опять-таки, если смотреть, у нас устанавливается в Якутской области советская власть, и держится она в общей сложности всего 35 дней. 35 дней? Вот тут отряд Радзинского? Да. Ну а потом что стало-то с этими ребятами? Ну, они, часть из них, они были пойманы в лесах по Вилюйскому тракту. Некоторые сумели эвакуироваться. Ну, это, опять-таки, от удачи во многом зависело. И точно такие же события повторились, но уже белый офицер пришел. Гордеев? Да. Точно так же? Минимальные потери? Да. Ну, там... Или побольше? Там, нет. Якутск даже и не обороняли. Его оставили вот так вот. То есть заходи и забирай, собственно. Отряд у Гордеева насколько был вот большой? Сколько там человек честно, было? Вот пока нет такого. По этому поводу я информации не смотрел, честно признаюсь. И там, ну, я так полагаю, что очень большой, потому что они уже из Новониколаевска пришли. Изначально смели на своем географическом пути центра Сибири в Иркутске и присоединили Иркутскую губернию к составу формирующейся автономии сибирской. И потом уже часть отрядов во главе с известным нами всеми Анатолием Пепеляевым они ушли в Читу, а часть ушли дальше по Восточной Сибири, Якутск брать. И в августе месяце первая советская власть в Якутии, она заканчивается. Уходят уже в подполье. Фамилии обозначены тут. Это кто у нас, так, скажем? Ну, что по поводу... Заготовки на будущее? Да, вот что по поводу фамилии, это фамилии основных исследователей гражданской войны, это в конце отечественной историографии. Да. Вот если по фамилиям смотреть, то из Якутской научной школы можно обозначить двух людей. Те, кто целенаправленно изучали гражданскую войну, и у них вышли ряд монографий.
Это Макаров, Гаврил Георгиевич, он мастодонтом является в этой тематике и публиковался в 80-х годах прошлого столетия. Там целый ряд весьма интересных источников он нашел и опубликовал из ныне Иркутского государственного архива. И Пестерев Владимир Ильич, он в основном раскрывает и затрагивает и боевые действия, и то, что после этого всего здесь происходило. Здесь в контексте его основного труда это гражданская война на северо-востоке России 1918-23 годов, и подпадает вот первые боевые действия в июне 18 года, а затем раскрывается подполье и уже активная фаза ведения боевых действий с 21 по 23 год. Там все весьма подробно и по полочкам разложено, какие военные формирования участвовали, в некоторых случаях даже раскрываются там марки оружия и так далее. Ну, я думаю, это будет интересно для упоротых людей, которые... Прям интересуются конкретно. Ну, может быть, мы таким дадим толчок на нашей беседе. Ну, может быть, да. Что же касается изучения именно восточной или западной Сибири, то здесь необходимо обозначить две фамилии. Это Симонов Дмитрий Геннадьевич, он занимался и занимается до сих пор историей сибирской армии, то есть это лето и осень 18 года. Там целая монография была выпущена по поводу и тылового обеспечения, и по национальному составу, и так далее, и так далее. Новиков Павел Геннадьевич Александрович, он в основном по общему ходу боевых действий и по расквартированным на местах в военных округах формированиях. Там, это и школы прапорщиков, и тому подобные инстанции, учреждения, занимающиеся и подготовкой, и выпуском людей. Что же касается именно Дальнего Востока, это мы Владивосток, Хабаровск, Камчатку, Читу берем, то это бесспорно труд Андрея Ивановича Крушанова из-под его руки и с помощью его коллег из Дальневосточного отделения Академии наук была написана история гражданской войны на Дальнем Востоке. Ну, опять-таки, в рамках общей такой хронологии от основания, от моментов освоения Дальнего Востока до современности. И эта серия, она продолжается до сих пор. Кстати говоря, история Дальнего Востока. Вот, и Минц Исаак и Израилевич. Там он вот тоже весьма такие большие, очень большой вклад сделал для развития истории гражданской войны. Ну, здесь мы не можем обойтись без Волкова Сергея Владимировича, изучающего и по сей день историю офицерского корпуса и влияние этого офицерского корпуса на кадровый состав обоих сторон
Ну, здесь он преимущественно по Белой армии больше разбирается. И Юрий Александрович Поляков, он как раз-таки и ну, больше занимается вот, по сей день историей больше такой теоретической и фундаментальной. Там разбирается по поводу периодизации, по поводу движущей силы в гражданской войне и так далее, и так далее. Так что здесь обозначены именно эти фамилии, без которых я, предположим, собственную диссертацию бы не написал. Ну, как интересно, на самом деле. Саян Андреевич, Да. а у вас тогда специализация какая? Вот эта? Специализация у меня больше по тыловому обеспечению Белой армии в Сибири и на Дальнем Востоке на момент активной фазы боевых действий. Это 18-20 год. Я не беру уже не правительство, там, Меркулова, братьев, там, ни Старка, не беру, ни поход Анатолия Пепеляева в 23-м году. Это уже я пока оставляю за рамками. И в этом году я эту тему исследования чуть-чуть расширил, добавив РКК. Ну так, исключительно историко-сравнительных таких целях, задач. Следующей нашей темой тогда мы обозначим, наверное, уже такой более развернутый этап, да, правильно, всей гражданской войны, или как мы ее, может, назовем, будем дальше потихоньку углубляться в эту тематику. Предположительно у нас уже есть рабочее тут название, это будет ход уже событий гражданской войны, вот начало мы уже немножко затронули и более подробнее, наверное, окунемся, а так. Спасибо большое, Саян Андреевич. Это очень интересно будет для наших друзей, для вас, наверное. Ну да. Вот. И мы потихонечку будем работать, а вы пишите свои комментарии, лайки, дизлайки, естественно. И мы постараемся разместить ссылки на источники, если нам пришлют. И будем продолжать, потому что столетие республики не за горами, а народ имеет право знать всех, кто участвовал в тех процессах. Спасибо.